Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. В сирийском Алеппо снова применен отравляющий газ хлор. Радикальные повстанцы утверждают, что это дело рук Асада. Среди пострадавших много детей, но погибли только 2 бойцовских петуха. Где террористы? Это террористы, это петухи. Стакан воды. Зачем туркменские чиновники поменяли воду своему президенту на глазах у изумленной Ангелы Меркель? Среди версий – попытка защитить Бердымухамедова от отравления. В Киеве опять стрельба, взрывы и горящие покрышки, но это не Майдан. Революционные технологии теперь используются для рейдерских захватов недвижимости. Результатом события, которые развивались в Святошинском переулке, стали 3 уголовных дела. Селфи лидера на фоне ракетных пусков. Северокорейское телевидение показало фото улыбающегося Ким Чен Ына во время запуска 5 баллистических ракет. Соседи КНДР подозревают, что весь старт и был затеян ради единственного удачного снимка. Срочное сообщение из сирийского Алеппо. Там опять был применен отравляющий газ хлорин, или попросту хлор. О применении авиабомб с хлором сообщают службы спасения и врачи, которые работают на территориях, подконтрольных группировкам радикальных исламистов. Кадры из сирийских социальных сетей распространяет агентство Рейтер. Вы видите, как у входа в больницу медики и местное население пытаются смыть с детей отравляющие вещества при помощи воды. Свидетели утверждают, что бочки с хлором были сброшены вслед за мощным авиаударом по их району. В этом видео не объясняется, почему среди пострадавших в основном дети. Среди пострадавших как минимум 50 детей. Все дети. Мой младший брат упал и задыхался. Спасатели сказали закрыть лица влажными полотенцами. А это, собственно, как утверждают очевидцы, те самые бочки с хлором. Как вы видите, повстанцы загружают их в свои автомобили с целью представить их как доказательство для международных организаций. К счастью, как сообщается из Алеппо, во время химической атаки не было человеческих жертв. Среди погибших 2 бойцовских петуха. Где террористы? Это террористы, это петухи. И они, конечно же, являются гражданскими. Они задохнулись от хлора, они не были убиты, они именно задохнулись. Мы все ходим под Богом, и никто не застрахован от его гнева, ни люди, ни животные. Взрыв вызвал большие разрушения, как вы можете видеть. Бомбы содержали хлор. У нас тут было много случаев удушья, многие дети пострадали. В нашем районе нет военных казарм, здесь одни гражданские. Правительство Сирии отрицает не только применение химического оружия в Алеппо, но и сам факт бомбардировки этого района. Тем временем в Лондоне начались очередные межсирийские переговоры при посредничестве Саудовской Аравии. Правда, в этих переговорах не принимают участие представители Асада. Их туда не позвали. Сирийские оппозиционеры заявляют о том, что у них появился свой собственный план прекращения гражданской войны. Также оппозиционеры говорят о том, что они не признают сделку по Сирии между Россией и США, если она будет отличаться от того, что хотят они. Если то, что согласуют русские и американцы, будет сильно отличаться от того, к чему стремятся сирийцы, мы не примем эти соглашения. Также мы не примем Башара Асада ни на 6 месяцев, ни на 1 день, ни на 1 минуту. Сирийский народ понес очень большие потери в этой войне, и он не будет уступать. А это видео из Алеппо, которое представители Саудовской Аравии назвали постановочным. Как утверждает министр иностранных дел этой страны, в Сирии можно было заключить перемирие всего за 1 сутки. Однако эти кадры боевых действий, якобы снятые сирийскими повстанцами, были использованы правительством Асада, чтобы сорвать прекращение огня. Мы львы Сунны, львы Алеппо, львы Леванта. Мы мстим от имени Аллаха. Аллах говорит нам: боритесь с неверными и мучайте их. Между тем, сами представители радикальных группировок, снявшие это видео, утверждают, что бои с правительственными войсками вполне себе реальны. Ситуацию в Сирии обсуждают и в ООН. Специальная комиссия Организации Объединенных Наций опубликовала доклад о массовых убийствах гражданских лиц, воюющими в Сирии сторонами. В докладе представлена не только информация о военных преступлениях режима Башара Асада и российских бомбардировках, но также рассматриваются действия антитеррористической коалиции во главе США и сирийских повстанцев.
Мы не только говорим о преступлениях режима Асада. Мы также имеем в виду вопрос о жертвах воздушных ударов международной коалиции. Мы ведем официальное расследование по факту убийства мирных жителей 19 июля. И мы не забываем, что в этой войне участвует много вовлеченных сторон. Обстрелы городов антиправительственными группировками, в особенности Аль-Нусрой, также вызывают многочисленные жертвы среди гражданского населения и наносят ущерб гражданской инфраструктуре. В Казахстане парламент страны неожиданно стал приглашать на свои заседания представителей внесистемной оппозиции и советоваться с ними по важным политическим вопросам. Оппозиционеры немало удивлены новшеством. До этого их не только не приглашали, но и даже преследовали. С чем связаны столь радикальные изменения, выясняла наш корреспондент Айнур Коскина. В новый политический сезон парламент Казахстана вступил с новыми правилами игры. Законодательный орган страны демонстрирует небывалую открытость. На обсуждение депутатских поправок в закон о дорожном движении впервые пригласили внесистемную оппозицию. Общественники и политики, критикующие действия власти, удивлены. В Казахстане такая культура не существовала в должной мере, и это было заявлено с приходом спикера в очередной раз на этот пост. И первые заседания мы видим, эти приглашения находятся. Я приветствую это, но я не питаю иллюзий, потому что просто дискуссии, на которых повыступали, выпустили пар, а потом, когда принимается решение, они принимаются закрытыми глазами и принимаются так, как удобно тем, кто будет уже голосовать, это будет не совсем верный подход. Пока это начало, цыплят по осени считают. Новшество представители гражданского общества связывают с недавней критикой президента страны в адрес депутатов и министров. Назарбаев обвинил их в том, что они разрабатывают и принимают законопроекты, забыв спросить мнение народа. Последствием наспех принятых поправок в земельный кодекс, позволяющих продажу земли казахстанцам и долгосрочную аренду иностранцами, стала волна митингов и протестных настроений среди граждан. Я думаю, что и многие факторы на это влияли, в том числе и протестные выступления в связи с земельными вопросами. Но я думаю, здесь есть еще и другие вопросы. В Казахстане все-таки стоит вопрос преемственности власти. В Казахстане все-таки стоит вопрос о необходимости дальнейшей демократизации. И в связи с этим, вероятно, на такие шаги пошли. Теперь все пленарные заседания Мажилиса будут транслироваться в онлайн-режиме. Тексты законопроектов, находящиеся в работе, обещают публиковать на сайты. Журналистам обеспечивать беспрепятственный доступ на все заседания. А в регламент Мажилиса внесены изменения, расширяющие полномочия партийного меньшинства в составе парламента. На протяжении предыдущей сессии парламента было несколько случаев, когда депутаты от партии «Ак-Жол», от других фракций не получали права выступить в ходе прений. В этой связи только нами 5 раз направлялись предложения обеспечить право партийных фракций на выступление в парламентских прениях. Такие нормы имеют широкую международную практику, когда законодательством целого ряда стран развитой демократии гарантировано право выступления депутатов от партийных фракций и парламентского меньшинства. Но пока говорить об абсолютной открытости в работе Нижней палаты парламента рано. При входе в здание Мажилиса у приглашенных на заседание изымают ноутбуки и гаджеты. Айнур Коскина, Ганизат Оспанов. Настоящее время. В Казахстане успешно приземлилась капсула с астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом и российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Олегом Скрипочкой. Россияне провели на орбите 172 дня, а американец – 534, что для американских астронавтов является абсолютным рекордом. Рано утром в среду спускаемый аппарат с 3 членами экипажа МКС приземлился в казахстанской степи к юго-востоку от города Жезказган. Навстречу им выехали медики и журналисты. Астронавту и космонавтам подарили мягкие игрушки и арбуз. Визуально дальность порядка 20 метров. А это кадры от стыковки корабля «Союз» от Международной космической станции перед началом его снижения. На борту станции остались космонавт Анатолий Иванишин, астронавт НАСА Кейтлин Рубинс и японец Такуя Аниши. 3 новых членов экипажа МКС отправятся на орбиту с казахстанского космодрома Байконур 23 сентября. Казус на встрече президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с немецким канцлером Ангелой Меркель произошел в Германии. Во время совместной пресс-конференции политиков туркменские чиновники неожиданно поменяли стакан с водой своему лидеру на глазах у изумленной Меркель и западных журналистов. В немецких газетах звучат версии такого непротокольного поведения туркменской делегации, среди которых высказывается мнение, что чиновники опасались, что Бердымухамедова могут отравить.
А вот, собственно, кадры этого происшествия. Вы видите, как двое туркменских дипломатов под видом замены ручки ловко меняют воду своему президенту. А это реакция немецкого канцлера. Также немецкие журналисты отмечают, что почти вся туркменская делегация была одета в национальные костюмы, а лидер страны нет. Далее в программе. В Киеве опять стрельба, взрывы и горящие покрышки, но это не Майдан. Революционные технологии теперь используются для рейдерских захватов недвижимости. Результатом события, которые развивались в Святошинском переулке, стали 3 уголовных дела. Селфи лидера на фоне ракетных пусков. Северокорейское телевидение показало фото улыбающегося Ким Чен Ына во время запуска 5 баллистических ракет. Соседи КНДР подозревают, что весь старт и был затеян ради единственного удачного снимка. Телевидение Северной Кореи обнародовало кадры пусков баллистических ракет в сторону Японии, которые были произведены накануне. Как следует из опубликованного видео, ракеты были запущены не с подводной лодки, а с полигона под Пхеньяном. Также по телевидению были показаны селфи улыбающегося лидера страны Ким Чен Ына на фоне ракетного старта. Вы как раз видите кадры этих пусков. А это, собственно, сами фотографии Ким Чен Ына, на которых он позирует со своей неизменной американской сигаретой. Некоторые эксперты по КНДР убеждены, что весь нынешний запуск 5 баллистических ракет был устроен именно для того, чтобы лидер страны мог сделать несколько удачных снимков самого себя. И сами фото, показанные по северокорейскому телевидению, это только подтверждают. Северокорейские баллистические ракеты на мобильных платформах фактически являются копией советских ракет среднего радиуса действия. До сих пор неизвестно, обладает ли КНДР ядерными боеголовками, подходящими к этим ракетам. Тем временем сосед КНДР Южная Корея начала масштабные показательные стрельбы на одном из полигонов вблизи общей границы с Северной Кореей. В Сеуле утверждают, что демонстративные стрельбы не имеют никакого отношения к северокорейским пускам, а проходят в рамках выставки оборонных технологий, которая призвана показать всему миру превосходство систем оружия, производимых в Южной Корее. В стрельбах приняли участие более 30 новейших танков и бронемашин, десятки артиллерийских систем, боевые вертолеты. Пылающие покрышки, слезоточивый газ, массовая драка с участием неизвестных в камуфляжной форме, которые представились ветеранами войны на Донбассе. События сегодняшней ночи в Киеве очень напоминали революционный Майдан. Крики и взрывы не давали спать этой ночью жителям одного из районов Киева. Противостояние началось поздно вечером. Местные жители выступали против строительства 25-этажного здания в их дворе. Жители поддержали внезапно подъехавшие неизвестные в камуфляже. Им противостояло около сотни молодых людей спортивного телосложения, так называемых тетушек, в касках и дорожных жилетах. Завязалась драка. В ход пошли камни, петарды и взрыв-пакеты. В киевской полиции считают, что рейдеры, захватывающие чужую недвижимость, поставили революционные технологии себе на службу. За заявами народных депутатов порушено. Результатом события, которые развивались в Святошинском переулке, стали 3 уголовных дела. По факту препятствования депутатской деятельности, по факту травмирования полицейского и по факту хулиганских действий. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Как действиям застройщика, так и действиям митингующих будет дана правовая оценка. Страны Балтии и Польши уже второй год переживают эпидемию африканской свиной чумы, из-за чего животноводство Литвы оказалось в сильнейшем за последние годы кризисе. Инфекция, которая, как утверждают в Вильнюсе, распространяется из соседней Беларуси, уже разорила десятки хозяйств и поставила под вопрос экспорт литовского мяса в США, на который в Литве очень рассчитывали после закрытия российского рынка. Продолжит Денис Тарасенко. Таблички с предупреждением о биологической опасности, обязательная дезинфекция на литовско-белорусской границе, как транспортных средств, так и людей, карантин в десятках зон по всей стране. Все это будни Литвы последних 2 лет, с начала острой фазы эпидемии африканской свиной чумы. По словам литовских специалистов, вначале она проникла в дикую фауну. Кабаны без труда пересекают границу, затем переместилась на свинофермы. Как только дохнет первое животное, по правилам необходимо уничтожить всех свиней.
В этом году в Литве выявлены 16 очагов заражения африканской свиной чумой в домашних хозяйствах. Последний очаг в конце августа был обнаружен в Йонавском районе, в мелком домашнем хозяйстве, где выращивалось 4 свиньи. Мы установили 187 очагов и в дикой фауне. Всего положительный результат выявлен у 260 животных. В этом году мы ввели оплату за сообщение о заражении в размере 30 евро. Количество сообщений об обнаруженных случаях чумы увеличилось и от жителей, и от охотников. В борьбе с инфекцией литовским охотникам в итоге разрешили отстреливать диких кабанов без всяких ограничений, а позже стали еще и доплачивать за каждого убитого зверя. Не помогло. Поголовье снизилось до минимума, но продолжало пополняться за счет Беларуси. В итоге ЕС даже попросили выделить средства для строительства стены вдоль всей границы. Но почти 680 километров – слишком дорогое удовольствие. Фермеры в отчаянии ругают власти за, по их мнению, бездействие. Меры, которые предприняли ветеринарная служба и Министерство сельского хозяйства, нас не удовлетворяют. Они неадекватны для решения проблемы. Если ситуация не изменится, африканская чума свиней захлестнет всю Литву, а госучреждения будут разводить руками и уверять, что сделали все возможное. Меры – это компенсации запавших или принудительно уничтоженных домашних свиней. Однако главной проблемой стал запрет на экспорт. Россия полностью закрыла свой рынок для литовской свинины именно из-за АЧС, что Всемирная торговая организация уже признала незаконным. Но хуже всего, что рушатся планы по экспорту мяса в США. Свиная чума – это проблема, которую нужно решать. Но это еще и проблема всего Евросоюза. Америка смотрит на это очень осторожно, и это нас тормозит. Да, существует проблема свиной чумы, поэтому никакого экспорта и нет. Но дело в том, что цены на нашу свинину и куриное мясо в Америке не являются конкурентоспособными. И наибольшая перспектива именно у готовых продуктов из говяжьего мяса. По данным литовских эпидемиологов, у соседей по Балтийскому региону дела не лучше. В этом году в Эстонии установлены 687 мест африканской свиной чумы, в Латвии 539, а Польше 25. Для человека эта инфекция не опасна, но за короткое время способна уничтожить свиноводство любой страны, куда проникает. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Вильнюс, Литва. Французский суд разрешил исповедующим ислам женщинам носить на пляже буркини. Это многослойный, полностью закрывающий тело мусульманский купальник. Однако, как считают и противники, и сторонники буркини, окончательную точку в этом споре ставить пока рано. Высший арбитражный суд Франции в пятницу приостановил действие запрета на ношение мусульманского купального костюма для женщин буркини. Решение суда пока касается только средиземноморского города Вильнёв-Лубе. Группа правозащитников подала иск после того, как власти запретили мусульманкам носить полностью закрытый многослойный купальник. Они заявили, что запрет ущемляет гражданские права женщин. Суд постановил, что запрет серьезно нарушает фундаментальные свободы, личности и вероисповедания. Правозащитники назвали решение суда большой победой. Означает ли это конец дискуссии? Хотелось бы надеяться. Я думаю, определенно, суд хотел свести эту дискуссию, безусловно политическую, к ее сути и уменьшить полемику. В любом случае, есть юридический ответ. Мы не можем позволить мэру единолично запрещать ношение религиозных символов – буркини, чадры в общественных местах и на пляжах. Принятое судом решение станет прецедентом, которое смогут использовать в аналогичных процессах. В Душанбе прошла ярмарка ремесленников. Для большинства таджикских мастеров подобные мероприятия – единственная возможность найти покупателей на свои изделия, которые иногда являются настоящими шедеврами, а на их изготовление уходит до нескольких лет. О секретах народного мастерства. Анушервон Арипов. Глину я беру в Лауре, Ленинский район. Потом я привожу эту глину. Она вылеживается у меня 3 года, значит, в воде. После этого я его процеживаю через сито, мелкое сито. Сухроб Саидов – один из самых известных мастеров по керамике в стране и обладатель 2 знаков качества ЮНЕСКО. Он более 15 лет занимается керамикой малых форм. Сухроб охотно раскрывает секреты ремесла и подробно объясняет весь процесс изготовления произведений искусства из глины. Выливаем обратно в ведро излишки вот этого шликера, да? Так как Сухроб занимается малыми формами, а это очень мелкая работа, он отливает свои заготовки. Небольшой гончарный круг нужен только для удаления излишков. Затем мастер вручную при помощи специального ножа наносит орнамент. Лекала Сухроб не использует, и работать надо очень аккуратно, с хирургической точностью. При малейшей ошибке заготовка будет безвозвратно испорчена. Выбрать орнамент, вариантов очень много.
Поэтому вот когда берешь глину чистую такую, надо сидеть и думать, вот какой орнамент, уже представить, какие краски будут. После просушки сухроб раскрашивает керамику глазурью. В Таджикистане ее не производят, поэтому приходится заказывать за границей. Дело это долгое и рискованное. Иногда попадается некачественный краситель. Тогда вся партия керамики идет на выброс. 80% времени уходит на подготовительную работу. То есть это найти сырьематериалы, эти сырьематериалы приспособить к тому, что я делаю. Вот. Поэтому где-то 20% времени у меня остается на творчество, на работу. Конкурентов у сухроба почти нет. Слишком много сложностей с производством керамики, а покупателей мало. Небольшую партию кувшинчиков, ароматических ламп и посуды он продает месяцами. Мастер работает на добу и не может позволить себе открыть мастерскую. Хотя сухроб готов обучать своему ремеслу бесплатно, очередей к нему нет. В выставках, фестивалях молодежи, где я участвую, они подходят, спрашивают, можно ли научиться. Вот. А молодежи, у них времени, так скажем, очень в обрез, терпения не хватает, чтобы долго сидеть и работать. Ярмарки – одна из немногих возможностей для большинства ремесленников заявить о себе и заработать. Поэтому такие мероприятия проводятся очень часто по всей стране. Мастера в основном рассчитывают на туристов, сотрудников иностранных компаний и организаций. Я задумывался, как сделать свои изделия из плодов граната, чтобы покупали иностранцы. Я начал наносить национальные орнаменты чекан и атлас. Дальше я придумал украшать гранаты рисунками, которые наносятся на тюбетейки. Ведь в Бадахшане, Согди и других районах страны разные узоры тюбетеек. Выбор большой – керамика, ткани и одежда, женские украшения и бижутерия, музыкальные инструменты, картины. Цены начинаются с $1 и доходят до нескольких сотен. Также ремесленники не отказываются и от индивидуальных заказов. Анушервон, Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. В американском штате Орегон поклонники йоги проводят свои занятия в окружении коз. Их хозяйка, практикующий тренер по йоге, считает, что ее животные помогают ученикам значительно быстрее погрузиться в состояние медитации. Подтверждение тому – запись на несколько недель вперед. Подробности в репортаже Рейтер. Инструкторы йоги спешат на занятия. Эти рогатые обитатели небольшой фермы под названием «Без сожалений» в американском штате Орегон теперь готовы составить компанию всем поклонникам индийских практик. Идея привлечь животных к занятиям принадлежит хозяйке фермы Лейни Морзе. Она основала школу йоги с козами. Уроки проходят на широких сельских просторах. И домашний скот принимает в нем живейшее участие. Лейни Морзе уверена, природа и гуляющие вокруг животные прекрасно помогают справляться со стрессом. Лейни говорит, что места на занятиях забронированы на неделю вперед, поскольку поклонники йоги приезжают к ее козам со всей Америки. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра. В это же время. Всего доброго.